поверью древних народов, на земле были такие страны, где царила вечная ночь, и солнце никогда не сходило над ними. В одной из таких стран поместили они вход в Тартар, бездну в недрах земли, место мрачное и наводящее ужас даже на богов. Две реки орошали Тартар. Именем одной из них клялись боги. Эти клятвы считались нерушимыми и страшными. Как выглядело это место в представлении древних, мы не знаем. Язычники не решались оставлять его изображений. О Тартаре времен архипелага ГУЛАГ мы знаем гораздо больше. Воркута. Вот она река, именем которой давали страшные клятвы, и по которой сталинские перевозчики Хароны на своих лодках-баржах доставляли тысячи и тысячи осужденных безвозвратно уйти в мир теней. Почему-то умирали не все. Эти-то, не умершие, и стали первыми жителями Воркуты, славными покорителями Заполярья. В конце ноября 1993 года Воркута отмечала свое 50-летие. 200-тысячный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты, праздновал круглую дату с северным шахтерским размахом. И никто не хотел верить в этот день паническим слухам и безрадостным прогнозам, переполняющим город в последнее время. Даже прагматичный Егор Гайдар, приехавший в Воркуту на юбилейное торжества, тогда еще в ранге вице-премьера, не стал портить общего веселого настроения. Я услышал столько интересного о том, что правительство собирается делать с Воркутой, с угольной отраслью. Я узнал, что, оказывается, кто-то решил Воркуту закрыть, а угледобычу прекратить в России, как за ненадобностью. Я, к сожалению, видимо, должен буду вас разочаровать, сказать, что таких решений никто не принимал. Эти аплодисменты скорее дань остроумию Гайдара. Люди в зале прекрасно знают, что инициатива в их противостоянии с правительством давно и прочно принадлежит бастующей в Воркуте. В середине 80-х, выезжая во время летних каникул в другие города, воркутинские мальчишки принимали участие в частых в те годы и нередко жестоких подростковых разборках. Отличительным знаком Воркуты в этих драках были бесстрашие и популярный клич «Воркута – столица мира». Наивное мальчишеское стремление выделиться. Но было в этой крикливой фразе и присущее, пожалуй, многим воркутинцам ощущение своей избранности. Вспомните собирательный образ заполярного шахтера, который создало наше советское кино. Рубаха-парень, легко тратящий большие деньги, заработанные тяжелым, опасным мужским трудом где-то на далеком и романтичном севере. Окончательный глянец на этот, в общем-то, близкий к истине социальный портрет наводили средства массовой информации. Главные телевизионные программы страны щедро давали в эфир подобные кадры свидетельства трудовых побед шахтеров, поднявших на гора для Родины сверхплановые тонны черного золота.
Перестройку заполярные горняки встретили в привычном образе энергичных и самостоятельных людей. Вместе со всем остальным обществом они жаждали быстрых и видимых перемен. Являясь активной частью этого общества, они не могли не стать действующей силой происходящего. Считайте. Не опускать до тех пор, пока не посчитают. Так было и в 89 году, и в 90-м, и в 91-м. Шахтеры бастовали, и вся остальная Воркута вместе с ними требовала воли, ускорения реформ и свободных цен на уголь. Шло время, утверждались новые законы, менялась страна, а по-детски ожидаемого немедленного благополучия все не наступало. Постепенно выявлявшиеся в процессе стремления к здравому смыслу экономические нестыковки и несуразности как-то вдруг сложились в простой и неумолимый вывод. Советский феномен под названием Воркута несостоятелен в новой экономической реальности. Когда летом 1993-го Ельцин своим указом, наконец, отпустил цены на уголь, было уже ясно. Со всеми включенными в его стоимость северными коэффициентами, надбавками, компенсациями, заполярный уголь, без всякого пафоса, можно назвать черным золотом. Смехотворно дешевый во времена ГУЛАГа, не имевший реальной цены в течение десятилетий политэкономии распределения, высококачественный коксующийся уголь Воркуты оказался не по карману ни основному покупателю, Череповецкому металлургическому комбинату, ни самому государству. Знаешь, быстрее работай! Основной лозунг романтического периода бури и натиска «даешь больше самостоятельности» был заменен требованиями социальной защиты и тоскливой позиционной борьбой за выбивание дотаций. Горячий порыв, уверенный в своем праве Воркуты, сменился холодным расчетом загонщика в сочетании с отчаянием загнанной в угол жертвы. Наверное, впервые с гулаговских времен в душах многих людей, привыкших ощущать себя частью сильного и независимого племени, поселилось чувство неуверенности и даже страха перед завтрашним днем. Зазвучавшая в новом контексте противостояния с Москвой нота «Не будет дотаций, свалим любое правительство» одних подвигло к очередной попытке разыграть козырную шахтерскую карту, И невыгодно. других принудило к необходимости снова и снова давать объяснения, почему задерживается законно положенная по тарифному соглашению зарплата. Происходит эксперимент на выживание вот в нашем городе. Как можно человеку не платить 3 месяца заработную плату, если он живет в таком городе, он не имеет ничего здесь. Он имеет только высокие цены в магазинах и все. Больше ничего. Как можно ему не платить заработную плату в течение 3 месяцев? И понимаете ли вы, что продолжение этого эксперимента повлечет за собой такие последствия, которые вызовут такой взрыв, что взлетит на воздух все. В том числе, даже не в том числе, а в первую очередь вы и правительство. Вот это просто как частному лицу такое. Летом 1993 года Совет министров Российской Федерации издал постановление, в котором, в частности, предписывалось представить программу закрытия неперспективных шахт в угольном бассейне страны. В Воркуте таких шахт по одним российским оценкам насчитывается 5, по другим, сделанным представителями Всемирного банка, 6, а возможно и 7, из тех 13, что есть в наличии. Закрытие шахт – перспектива ближайшего завтрашнего дня. Сокращение же рабочих мест на предприятиях началось уже вчера. Сейчас вот, например, пошли у нас первые ласточки, уже безработные стали водители автомобилей, рабочие шахтерских профессий. Уже пошли, стоят на учете, получают пособие по безработице.
мы чувствуем, что у нас где-то из сегодняшних почти 200 тысяч населения, ну, по крайней мере, 1050-70 могут уехать без особого ущерба для основных предприятий города. Если раньше наши шахтеры, заработав 30 тысяч, имели хорошие, это считалось хорошей суммой, они могли себе построить кооперативную квартиру, купить автомобиль, то есть семью свою не обеспечивали и могли выехать отсюда, то сейчас они этого не могут себе позволить, даже наши уважаемые шахтеры. Продав квартиру здесь, трехкомнатной улучшенной планировки, цена которой на сегодняшний день по Воркуте 7, 8, ну 9 миллионов, это вот тот потолок в ценах сегодняшнего дня, они за эту сумму не могут купить даже однокомнатную квартиру в средней полосе. Вы собираетесь уезжать из Воркуты, вы лично? Я пока нет. А кто из вас вообще хотел бы уехать из Воркуты? Я хотят. Все хотят, а куда ехать? Некуда ехать. Было бы ехать, может бы, я уже уехал, но негде жить. Эти кадры мы снимали в очистном забое шахты «Южная», к названию которой раньше добавляли в шутку «Южная, никому не нужная». В шутке, к сожалению, было много правды. Шахта входит в число убыточных, и теперь в Воркуте подобные шутки не в моде. Многие обозлены, даже ожесточены. И по-человечески это понятно. Жить в климатических условиях Заполярья – это значит находиться в состоянии постоянного стресса, который неизмеримо возрастает у шахтеров-подземников, испытывающих на глубине в несколько сот метров целый комплекс особых психофизических нагрузок. Поэтому и живут многие, кто в мечтах, кто в реальности, как бы две жизни. Одну начерно в Воркуте, другую набело, где-нибудь на юге или в средней полосе, заработав за 20-25 лет работы в шахте на дом и обеспеченную старость. Правда, часто случается так, что этой-то второй светлой жизни не получается. У кого-то по причине крушения иллюзии обрести новые ценности, казавшиеся в той черновой жизни ненужными, у кого-то по причине более прозаической. Называется она воркутинский синдром, а точнее его проявления, среди которых тяжелое заболевание в трудоспособном возрасте и невысокая в среднем продолжительность жизни. Если вдруг подкрадется беда, запорожит, застудит мечты, пусть меня увезут поезда, и последняя станция ты. Воркута, Воркута, снова мечет снежинки пурга, снова сполохи глаз неба смотрят на нас, а во взгляде твоем доброта. Воркута, Воркута, ты вошла в нашу жизнь навсегда. Если друга терять нам придется опять, ты поддержишь тогда, Воркута. В этом месте рельсы обрываются. Дальше на север, до самого побережья Ледовитого океана, только тундра и только снег. Здесь расположен поселок Хальмирью, что в переводе с немецкого означает «долина смерти». Когда-то, давным-давно, мор поразил здесь большое стадо оленей, и коренные обитатели, самоеды-язычники, назвали так клочок тундры, где произошла беда. Здесь же, если верить рассказам старых лагерников, строивших шахты и сам поселок, в годы сталинских репрессий производились массовые расстрелы заключенных. В общем, место мало приспособленное для человеческого жилья. Но люди однажды нашли здесь уголь.
механизованная техника строителей, дорожные машины и вездеходы. Проходя километр за километром в полосе вечной мерзлоты, люди непреклонного упорства уже начали прокладывать железнодорожную магистраль в новый район. По-прежнему тундра кажется неприступной. Но наперекор всему она будет покорена. Тундра сдастся большевикам. Они вырвут у нее камень жизни, и скоро покорно ляжет она у ног своих победителей. Приходило время, когда здесь, где сейчас бродят без путей и дорог стада оленей, засияет огнями промышленный центр севера, советский город Хальмер-Юг. Города, к счастью, так и не получилось. Да и шахта теперь только одна. Правда то, что уголь здесь ценный. Но угол залегания пласта столь крут, что кроме как с отбойным молотком к нему и не подберешься. Во всем остальном мире такие пласты давным-давно не разрабатываются. Страшно невыгодно. Вот и получается, что маленький Хальмер-Юг, в котором не насчитывается и 5000 жителей, приносит стране менее 200 тысяч тонн угля в год и миллиардные убытки. Изданный в июле 1993 года объединением Воркута-Уголь приказ о сокращении к концу года около 700 горняков поверг Хальмер-Юг в состояние шока. Люди оказались в ловушке. В самом поселке свободных рабочих мест нет. Устроиться же в Воркуте, до которой отсюда 2,5 часа по железной дороге, почти невозможно. Тем более на подземные работы. Многие здешние забойщики, имеющие дело с отбойным молотком, мучаются от проявлений профессиональной вибрационной болезни. Так что путь на новую шахту для них закрыт по причинам медицинских ограничений. В сложившейся ситуации оставалось надеяться только на то, что правительство под давлением воркутинского лобби издаст в конце концов документ о постепенном закрытии шахты и мерах социальной защиты жителей поселка. Спасительное постановление было принято за 6 дней до наступления нового 1994 года. Вот его основные пункты. Постепенно в течение 2 лет погашения шахты, предоставление компенсации на приобретение или строительство жилья в других регионах страны, из расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Оплата расходов на вывоз имущества, материальная помощь в размере 4-месячной заработной платы. Вся программа «Первый эксперимент» подобного рода в России обойдется государству в 45 миллиардов рублей по ценам второго квартала 1993 года. Те, кто сейчас трудится, они, в общем-то, ждут. Вот, поэтому в этом плане, конечно, настроение у них какое-то обостренное. А потом уже, по-моему, достаточно длительное время большой веры в какие-то принятые постановления нет. Поэтому даже имея постановление, люди все равно в душе считают, что возможен вариант его невыполнения просто. Надо люк вешать на новую печку. Так, Гена, там еще Гена. Берем, идешь в 5-й. Основания для сомнения в том, что правительственная программа будет выполнена в полном объеме и в указанные сроки, появились уже сейчас. Срывается график выделения денег на строительство жилья, да и поступают они далеко не в том количестве, в каком предполагалось. Андрей, что под лавой? Да если бы не эта инфляция, да, квартира, машина, чтобы хотелось жить, как все люди. Может, просто возьмем сумки, да уедем отсюда. И ничего не будет. Вещи, да. Побираться поедем. Побираться поедем, наверное, все ускорее. То есть вы совершенно не чувствуете себя социально защищенным? Нет. Нет, бесполезно. Ну что, мы всю жизнь здесь на севере, я вот родился здесь, а толку от этого никакого. Молодежи перспективы вообще никакой нет. Прием на шахтах в Воркуте вообще нету. Во-первых, хорошие квартиры сейчас не дадут. Это 100%, я так думаю. Деньги тоже пытаются не давать. Но если говорят, будут давать, ну это правда слухи еще.
то на них будет накладываться налог. И говорят, очень большой налог. И вы уверены в том, что вы свою проблему решите лучше, Нежели кто-то, да. Это он молодой, а я вот постарше, я уже с этим, например, не справлюсь ни за что. Мне нужно только готовое что-то. И я хотел бы тоже свой собственный дом иметь. И большинство все так же поедут. Каждый на свою родину или туда, куда бы хотел, и в хорошую квартиру. Ведь здесь, в этих бараках прожить столько лет, знаете, очень тяжело. Этот 39-квартирный дом так и останется без крыши и без дверей. Завершение его строительства стало бессмысленным. Рядом в бараках сталинского времени все еще живут несколько десятков людей, так и не дождавшихся своей очереди на получение благоустроенной квартиры. Иван Каспарович Шпехт и его жена Наталья Афанасьевна прожили в таком бараке, можно сказать, всю свою жизнь. Из 7 поволжских немцев, мобилизованный во время войны в так называемую трудармию, 14-летним подростком он был доставлен в зону вечной мерзлоты. В свои 16 тянул линию электропередач на Холмерью. С тех пор живет в поселке. В 1975 году Иван Каспарович вышел на пенсию. 20 тысяч, собранные на покупку дома, развеялись как дым. Осталось подорванное здоровье и жена, прикованная к инвалидной коляске. Для Ивана Каспаровича и Натальи Афанасьевны уже скоро наступит время собирать чемоданы. В одном из тихих городов Ивановской области их дожидается трехкомнатная благоустроенная квартира. Вместе с ними в разные города России уедут еще 37 пенсионеров и инвалидов, отдавших поселку свои лучшие годы. К 1 ноября 1995 года Холмерью должны покинуть последние жители. А мы, уезжая с Холмерью, думали о том, что таких поселков на российском крайнем севере десятки, а может быть сотни. Жителям многих из них в ближайшие годы придется больше полагаться на свои силы, чем на поддержку государства, потому что государственной справедливости, увы, не хватит на всех. Воркута – это не Холмерью. Такой город не закроешь и за десятилетия. Да и нет смысла это делать. Воркутинский уголь нужен стране. Не нужна Воркута в том виде, в каком она есть сегодня. Не нужны здесь, в Заполярье, 30 тысяч пенсионеров, не нужны неперспективная шахта, не нужны лишние люди, которых с каждым годом, если ничего не предпринимать, будет все больше и больше. В Воркуте появляются люди и организации, действующие в духе нового лозунга. Чтобы спасти город, надо его изменить. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера требует от правительства уже не только дотаций, но предоставления льготных условий для привлечения в Заполярье богатых инвесторов, новой кредитной политики, позволяющей людям строить жилье южнее полярного круга и уезжать. Но пока это инициативы, не поддержанные правительством. Без решительных мер со стороны правительства и со стороны президента проблема решена не будет. Это будет опять говорильня, это будет опять переписка, это опять будут решения, которые за собой ничего не несут, и опять сотни тысяч пенсионеров всех городов Заполярья и Крайнего Севера будут заканчивать свою жизнь на севере в тяжелейших климатических условиях, хотя они отдали России лучшие годы своей жизни и, наверное, заслужили и имеют право на то, чтобы на старости пожить, как все люди. Не находя поддержки своим инициативам в государственных структурах управления, новые неправительственные организации все активнее пытаются моделировать собственные системы взаимодействия и взаимопомощи. Сегодня все еще по-прежнему официальные лица всех уровней, в том числе и руководители малых городов, возлагают свои надежды во многом на решение проблем федеральными органами власти и управления. Например, северные города возлагают надежды на Госкомсевер бывший. Думается, что, конечно, тут надо действовать по принципу «на Бога надейся, а сам не плашай». В Воркуте всегда было много энергичных, предприимчивых людей. Сегодня их возможности востребуются жизнью.
Данные городской статистики показывают. За 2 последних года тысячи воркутинцев, не ожидая помощи извне, покинули Воркуту в поисках лучшей доли. Другие остаются и учатся ходить самостоятельно, надеясь только на свои силы. Во время войны между богами и титанами Юпитер вывел из Тартара ужасных циклопов. Циклопы помогли богам утвердиться на Олимпе, но сами так и не стали богами, а жили в недрах вулканов, производя адский шум и сотрясая землю. Прометей вылепил из земли человека по образу и подобию богов. И тогда, как у всех зверей, голова вечно клонится к земле, человек может свободно поднимать голову к небесному своду и смотреть на звезды и солнце.